Всех приветствую, добрый день, вы смотрите прямое включение, передача называется «Летний эфир». Постоянно я всегда говорю, что у нас реально интересные гости. Да, вы смотрите НВК Саха и Саха-24. Повтор вы можете посмотреть в НВК Саха в 4 часа. Так что давайте я познакомлю вас с нашими первыми гостями. Итак, первые гости наши — это Светлана Дьячковская, руководитель Кванториума. Добрый день. Также Варвара Васильева, заместитель директора Дворца детского творчества, город Якутск. Добрый день. Добрый день. Михаил Чиросов, заведующий кафедрой экологии Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. А также у нас Елизавета Апросимова, ученица Якутского городского лицея. Добрый день. Ну что, дорогие, можете мне рассказать, пожалуйста, что такое вообще Кванториум? Я вот, честно, не знаю, первый раз услышал. И когда он состоится? Вообще состоится открытие? Это Светлана, по-моему, да. Вопрос. Хорошо. Спасибо, Петр, за вопрос. Значит, давайте я расскажу сначала. С 2015 года была принята по инициативе президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича программа дополнительного образования. И в связи с этим вышло распоряжение значит, главы нашей республики о создании сети детских технопарков «Кванториум» в республике Саха-Якутия. И, значит, что такое «Кванториум»? Это новая модель дополнительного образования в рамках кейса, в рамках, в формате, то есть в проектном формате, они решают реальные кейсы. И, значит, в октябре в этом году откроется... Реальные что, кейсы? Да, реальные технологические кейсы. Вот, ну, чтобы да, все поняли, хорошо. Да, технологические кейсы. И, значит, в октябре в этом году откроется первый детский технопарк, в котором процесс обучения будет очень, ну, скажем так, близок к процессу обучения, то есть функционирования высокотехнологичных компаний. Значит, откроется на базе Дворца детства на первом этаже с общей площадью 1200 квадратных метров. И региональным координационным центром этого федерального проекта выступает Республиканский ресурсный центр и методический центр, значит, реализует Малая академия наук Республики Саха-Якутия. А кто будет преподавать? Значит, преподавать будут из этих трех учреждений. Преподаватели, они с 12 мая по 24 мая в Москве проходили обучение. И в Москве проходили обучение по нашим 8 квантумам, по 8 направлениям. Это Energy Quantum, IT Quantum, Robo Quantum, значит, аэроквантум, гео, космоквантум, нейроквантум и виртуальная дополненная реальность. И будет специализированный хай-тек цех общего пользования. Хорошо. Варвара, вы можете сесть чуть-чуть вглубь, потому что вы как-то, да, скромно так сидите. Но вопрос я, наверное, Михаилу сразу вам задам. Да. По поводу, вот расскажите о том, в каких направлениях будете сотрудничать с Северо-Восточным федеральным университетом. Ну, надо сказать, что университет имеет очень много направлений, и в какой-то мере он уже, конечно, к этому готов. С Малой академией наук, которая является одной из 3 составных частей, университет уже давно работает. И в этом плане в Малой академии наук только, значит, только 3 квантума, ну, хотя они одни из самых таких технологических, они связаны с геоинформатикой, это Институт естественных наук, это с аэро, это, значит, беспилотники, ну, сейчас модно уже говорить, да? Квадрокоптеры, дроны, у нас они уже стали появляться. Но одно дело пользоваться, а другое дело их делать. И вот дети должны научиться их делать. В этом плане Институт математики и Малокомпьютерная академия, она как раз вот имеет такое же направление, они с корейцами работают, университет в этом плане уже продвинутый учреждение. Ну и еще это космоквантум, так называемая, это аэрокосмическая инженерия, это изготовление ракет, запуск их и отслеживание даже некоторых, ну, траекторий спутников. В этом плане тоже
это физико-технический институт, институт математики, они к этому подготовлены и расположены. Ну и по остальным направлениям, вот по IT-технологиям и по робототехнике, это во многом университетские направления. И первый интеллектуальный партнер... Вот наши, извините, да, Михаил, телезрители могут увидеть. Вы можете прокомментировать. Да, это вот как раз те федеральные кадры из рекламы, которые мы получили. Это на федеральном уровне есть у них связи с Роскосмосом, у них есть с нанотехнологиями. То есть у нас тоже контакты. такие же возможности, мы можем своих детей... Да, у нас, и еще, что самое хорошее, все это проходит под методическим контролем федеральных тьюторов из ведущих вузов и институтов нашей страны. То есть в какой-то мере вот все вот это мы должны вместе с нашими детьми, вот видим 3D, дроны, это все у нас поступит на общую сумму 81 миллион рублей. Это из федерального бюджета, из республиканского. Значит, город Якутск большой вносит это вклад. Сейчас проходит ремонт, и, конечно, это все будет совершенно новое состояние. Ремонт? Это где имеется в виду? На первом этаже. На первом этаже? Дворца детского творчества, улица Кирова, 20. И это будет на долгое время, будет базовая точка, где это будет развиваться. Но в перспективе, в планах у распоряжения главы есть и расширение, и будет новый объект, и там будут появляться новые направления. Ну, нам надо хотя бы начать и это проделать. Для начала надо начать, да. Да, и в этом плане первый интеллектуальный партнер, конечно, Северо-Восточный федеральный университет. В этом плане мы надеемся, что наша родная альма-матер, многих, кто находится сейчас у экрана, она поддержит. В этом плане Евгения Исаевна Михайлова уже принципиально уже дала добро, и договор будет... Ну, это все бесплатно, как я понимаю, это федеральные деньги. То есть любой ребенок может прийти, или как это все обычно происходит? Ну, надо сказать, что это в пределах того бюджета, который будет выделен. То есть есть республиканский бюджет, муниципальный бюджет. То есть это такое единое пространство, которое создается, а федеральный центр обеспечивает методическое руководство, обеспечивает оборудование, там, финансирование и конкурсные вещи. Это будет на большую численность будет федеральный и республиканский бюджет. А если вдруг будет больше желающих и прямо будет рваться, то надо подумать, как это все осуществить. Ну, конечно, да. Как вы мне сказали, до эфира около 1000, сколько получается мест у нас? Охват детей, значит, 1200 детей со всей республики, да, и городские дети. Городские дети, да. Хорошо. И по поводу малой компьютерной академии. Ну вот малая компьютерная академия – это как раз то интересное подразделение университета, которое уже в этом плане имеет ряд направлений. И оно является нашим таким лидером, который будут ряд наших квантумов курировать. В частности, вот аэроквантум, это Максимов, это Василий Васильевич, он реально уже имеет там определенные наработки, и его магистранты там будут вести, и, соответственно, очень большую надежду мы возлагаем на эту структуру. Ну и на аналогичные структуры есть в Арктическом инновационном центре, есть структуры, есть малые инновационные предприятия, которые, я думаю, тоже будут работать постепенно. Теперь я хотел бы вам задать вопрос по поводу, а что за направление хай-тек? Это новотехнологическая лаборатория прототипирования. Сама я тоже занималась в хай-теке и сделала вот такие вот вещи. Я вам покажу. Это называется Fidget Palm. Это такие игрушки, которые антистрессы. Можете попробовать? Давайте я попробую. Надо успокоиться чуть-чуть, эфир. И в будущем мы бы хотели запустить их в рынок. Также хай-тек это не только игрушки. В хай-теке можно работать с 3D принтером. Это подобие, помните, вот пакетики обычно бывают? Да. Воздушные. И любят ломать. Шариками. Да, ощущение такое. Также можно 3D моделировать. Вот такие вот вещи, например. Также дети сделали спиннер. Он еще... Да, начальная стадия. В нем еще должна быть флешка. Ну и вот надо сказать, что 25 августа мы, тех, кто уже записался на предварительную такую подготовку проектов, мы их приглашаем, и к открытию мы должны
подготовиться, наверное, сделать еще ряд проектов, которые будут во Дворце детского творчества, уже процесс пойдет уже. Пока там оборудование поступит, пока открытие в Москве нам дадут точную дату, то надо же все-таки работать, делать кое-что. Вот поэтому это все потихонечку будет развиваться, оборудование сейчас будет поступать к началу сентября. Тут Светлана Николаевна, наверное, побольше расскажет. Ага, ну, Светлане мы потом дадим слово, потому что можно вам задать вопрос по поводу направления ДДТ? В смысле направления ДДТ? Ну, то есть... какие будут квантумы у нас? Да, какие? В Дворце детского творчества у нас будет 3 больших квантума и 1 высокотехнологичный цех, это хай-тек. Квантумы это у нас получается IT-квантум, робоквантум и энерджи-квантум. Вот такой маленький объем, скажем, квантумов, который будет обеспечить Дворец детского творчества. Ну и, конечно же, по поводу сетей, да, получается, филиалов, не только же в городе Якутске. Подобие этого мы тоже, по-моему, спрашивали. Ну да, ну вот надо сказать, что в Малой Академии... В других районах Улуса да, можно открыть. Малая Академия наук на себя взяла методическую часть. То есть мы пока, наверное, первые 3 месяца будем отрабатывать всю методическую часть, учебный процесс в городе. Но постепенно мы уже проработали 4 уровня партнерства по регионам, потому что уже есть такие слова, что, мол, опять все в Якутске, поэтому у нас будет определенное желание иметь партнеров. Мы даже им дали своеобразные такие наши внутренние названия. Это самостоятельные лица, юридические, они как были, у себя остаются, ничего там не меняется, но они берут в себя определенные обязательства. В частности, мы хотим назвать предкванториум, образовательный партнер и пользователь услуг. То есть мы должны дать им определенные права, возложить на определенные обязанности, чтобы они тоже выполняли, по крайней мере, даже... Михаил, извините, перебью вас, да, у нас мало времени. Как и где можно подать, да, получается, заявки на кванториум? То есть заранее на сайте или куда можно отправить? Значит, сейчас мы начинаем уже запись до конца сентября. Вы можете всю информацию посмотреть на сайтах этих 3 учреждений, как мы уже говорили. Это Дворца детского творчества, Малой Академии наук Республики Саха-Якутия и Республиканского ресурсного центра. Хорошо. Ну, спасибо большое, что вы пришли к нам, рассказали, но не полностью, потому что мало времени. Оставайтесь, дорогие телезрители, никуда не уходим, еще много интересных гостей. После рекламы встретимся. Всех приветствую, большое спасибо, что не переключаете наш канал НВК Саха и Саха-24. Но следующие гости, они непростые, вы знаете, в новостях вы уже видели и читали в Инстаграме. Да, они были в Японии и обыграли их. Всего было 7 игр, но более подробно расскажут сами гости. Итак, я бы хотел их представить. Михаил Варламов, организатор, руководитель делегации. Добрый день. Здравствуйте. Владислав Беляев, инструктор-методист школы футбола город Нерюнгри. Здравствуйте. Здравствуйте. Также, ребята, быстро я буду перечислять, а вы говорите привет, окей? Так, у нас Сергей Шишигин, Андрей Пухов, Сергей Павлов, Александр Алексеев, Дмитрий Попов, Василий Жирков, Ян Тарский и Анатолий Борисов. Добрый день! Добрый. Отлично. Ну что, дорогие, расскажите, пожалуйста, о поездке. Давайте, Михаил, первый вопрос вам. Так, что вообще произошло там? Так, значит, в прошлом году на 6-х играх «Дети Азии» у нас впервые в истории приехала официальная делегация в Японию по футболу. Да. И, как вы все знаете, что они очень, с большим отрывом заняла 1-е место. Вот эта футбольная команда в прошлом году. Но после этих игр японская делегация, японская сторона, как сказать, а-ла Верды, да, так сказать, что вот встречный прием нашей делегации, конкретно в нашем случае это по футболу. Вот, и вот в этом году было приглашение, приезжал заместитель министра иностранных дел Японии Хори Манабу. И вот он в своем выступлении уже пригласил наших детей
ну, практически еще в прошлом году. Значит, ну вот мы вот, с футбольной школой совместно Министерство образования отобрали детей, детей из... Давайте заранее скажем, да, извините, Михаил, перебью. Да, в ЕКТ пишут и в различных социальных сетях. Люди думают и задают вопросы, анонимные, конечно же. Спрашивают, а почему именно эти ребята? Есть же другие ребята. Это как что? Они или родственники министров, там, чиновников? Скажите, пожалуйста, всем, кто написал эти комментарии. Так, ну, во-первых, я хочу огорчить тех подписчиков, скажем, да, вот, которые сказали, что каких-то дети руководителей. Нет, это дети, юные спортсмены, чисто спортсмены, дети из сельских школ. Мегдакангаласский, Чураптинский, Усть-Алданский, Томпонский. Вот дети, которые занимаются в футбольной школе. Обычные дети, вот, ну, имеется в виду обычных родителей. Ну, по критерию, как вы выбирали детей, получается? Лучших из лучших? Естественно, мы выбирали из сельских ребят практически самых наилучших, совместно вот с футбольной школой. Они помогли нам отобрать лучших детей на эту поездку. Также скажем, что в 2020 году будет Олимпиада в Японии, Токио. Да. Так, и Владислав более конкретно нам расскажет о играх и матчах, которые прошли. Их 7 игр было. Всего 7 игр было. Товарищи. Владислав, давайте расслабимся, как-то напряженно. И первую игру проиграли 1-0. Потом вторая игра тоже проиграли 3-1. И третья игра проиграли тоже. Владислав, да, как будто кто-то умер, да? Веселее, ничего, проиграли, зато выиграли сколько матчей? Потом остальные матчи выиграли. 4. 4. Ну, это неплохой результат, ведь так? Да. И надо рассказать, что какие футболисты против наших играли. Это не простые дети. Да, это неплохие футболисты. Да, три команды футбольного клуба вот Японии играли. Но очень сильные были. Потом обычные вот школьные ребята как вот играли и выиграли. Ясно. Ну, а теперь я бы хотел спросить у ребят. Так, давайте улыбнемся, что такие мертвые это? Давайте, на вас вся республика смотрит. Ну что, дорогие, вот расскажите, пожалуйста, сначала о себе. Давайте с вас начнем. Меня зовут Алексеев Александр. Я учусь в Миринской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Я занимаюсь футболом в Усть-Алданском УНУСе. Меня тренирует Тацкий Алексей Иннокентьевич. Я благодарен ему, но в этих сборах нас тренировал Ян. Не волнуйся, пожалуйста. Ян Толстухов. И он очень хорошо нас подготовил, не только физически и тактически. И результат мы вам показали. Да. Дальше. Добрый день, меня зовут Пухов Андрей. Я тоже из Усть-Алданского ЛУСа, Миринской юношеской гимназии имени Василия Васильевича Алексеева. Я также хочу поблагодарить своего тренера по футболу Алексея Иннокентьевича Тарского и Яна Толстухова за то, что он нас подготовил и практически отправил в Японию. Так, ребята, дальше там есть микрофон. Меня зовут Борис. Учусь в Магудае, поступил в 11 класс. Я благодарен своему тренеру Толстуху Яну Федоровичу, что он... Ну, что он помог и вырастил тебя как настоящего футболиста. Здравствуйте, меня зовут Павел Сергей, я из Чураптинского района села Мандагай. И я благодарен Слепцову Андрею Гавриловичу и Толстухову Яну Федоровичу за все. Ребята, столько благодарности. Ну давайте, мы начали, значит должны закончить, хорошо? Добрый день, меня зовут Попов Дмитрий Дмитриевич. Я из Чурапчи, учусь в 11 классе. Благодарен своему тренеру за то, что научил меня в футболе. Играть. Забивать в девятку? Да. Ну все, спасибо. Так, ребята, чуть быстрее. Здравствуйте. Меня зовут Журков Вася. Я Мегнакангаласского ЛУСа села Тумул. Я учусь 10 класса.
Я тоже благодарен своему тренеру Лене Васильевичу и Слепцову Андрею Гавриловичу за то, что меня таким вырастили. Хорошо, это будет приятно всем, кто вас вырастил, и родителям тоже благодарность, не забывайте. Да? Здравствуйте, меня зовут Шишин Сергей, я учусь в Толыминской СО Шмагина Кангалского ЛУСа, тренируюсь уже 2 года, тоже благодарен своему тренеру Слепцову Андрею Гавриловичу. И завершающий. Меня зовут Тарск Ян, я с Улус-Алданского ЛУСа, занимаюсь футболом с 1 класса, очень благодарен своему тренеру Алексею Никентьевичу. Красавчик, ребята, вы все молодцы, да? Сестре Кларе Федоровне. И сестре, да? Кларе Федоровне. Обязательно. Ну что, дорогие, давайте сейчас еще один вопрос задам. Только уже представление мы уже все вас знаем. А тяжело далась победа? Ну давайте вот у вас спросим. Тяжело удалось нам сложно, так как играли очень против опытных игроков. Они хорошо были подготовлены. Техничны? Очень естественно, техничны. Быстрые, скорость у них, да, немалая. Да. Ага. И хотел бы у тебя спросить, кто из игроков соперника понравился больше всего? Симпатия, может быть? Их капитан Хиро Чанс, его зовут. Он очень техничный, сам может обыграть 2, 3 или всю команду, да? Ясно. Ребята, ну а теперь я бы хотел спросить Владислава, но до этого давайте мы сделаем челлендж. Это возможно? Так, кто готов? Так, наверное, вы. Давайте. И еще кто-то. Вот мяч у нас есть футбольный. Так, далеко не уходим, ребята. И вон сзади, пожалуйста, специальная коробочка у нас есть. Коробочку. Так, у нас 3 минуты, ребята. Так, давайте мы покажем чуть-чуть какую-то определенную технику. Покажите, только не сильно. Осторожно, наши камеры. Опа, Around the World сделал, вокруг света. Такие у нас ребята техничные. Молодцы. Так, и можете прокомментировать, Владислав. Вообще, как игра, как матч вам? Вы же все-таки тренер. Расскажите какие-то плюсы, минусы, где-то надо добавлять, где-то наоборот. Ну да. Ребята, давайте посмотримся. У нас еще, когда выигрывали, как раз погода помогла. Думаю, и команда хороший настрой, настраивал как мог, и победы пошли. Все как надо, да, как говорится? И как бы на кураже уже чисто всех выиграли остальные матчи. Ну что, дорогие, разминку мы сделали. Надо сейчас вот коробочку поставить вот сюда на середину. Так, мне нужен помощник, да, прошу вас. Надо забивать. Надо забить. Так, наверное, спиной не будем стоять. Давай вот сюда, вот где клумбы наши. Давайте вот так ставим. Папку я поставлю вот сюда, ручку вот сюда. Цветы, ребята, осторожно. Да. И головой. У нас 3 попытки, ребята. Мы должны забить сюда. Итак, давайте поддержим. Ничего себе, вот такие ребята. Да. Не, ну, ребята, смотрите, заранее скажу нашим телезрителям, мы готовились не раз до прямого эфира, но, к сожалению, не получалось с первого раза. А вот здесь прямое включение, и ребята молодцы, настроились. Собираться они могут, мотивация есть. Ну что, дорогие, кого вы хотели бы еще поблагодарить за участие, может, спонсором? Родителей, конечно. Родители, это понятно. Сейчас мы передаем высокопоставленным людям, да, вопросы. Вот этот молодец парень, да, хочет ответить на все вопросы. Итак, да, Михаил, Владислав. Ну, во-первых, же мы благодарим японо-российский молодежный центр за то, что они пригласили. Кстати говоря, тут вот эта компания, скажем, да, полностью за счет своих средств. Японская сторона все полностью. Внутренние перелеты. Получается так же. Это дойдем. Внутренние перелеты, питание, проживание. Это полностью японская сторона. У нас мало времени. Так, теперь получается, ну, конечно же, родители в первую очередь благодарен и, ну, естественно, нашим руководству республики. Ну, большое спасибо. Мы встретимся через некоторое время. Всего доброго.